Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Посмотрите, мои хорошие, совсем недавно я вам показала, что деревья окутаны были снегом. Прямо буквально только недавно. Как быстро время летит. Посмотрите, березы, уже они распустили почки, и птички поют. Какая красота! Я собиралась в деревню, навещу сестру, повезу кое-какие продукты и лекарства. А вот цветочек. У нас говорят эргязин-ой. А на русском языке я не знаю, как называется. Наверное, первоцвет. Я знаю еще первоцвет бывает фиолетового цвета. Какая красота! Пока здесь мало, но они скоро будут усыпаны здесь. Нам говорили раньше, что эти цветы ядовитые. Посмотрите, какая красота. Мне их и рвать жалко. И муравей уже тут. Сегодня, конечно, сильный ветер. Ну, очень даже тепло. Сегодня обещали плюс 22 градуса. А ночью было плюс 6-7. Ой, какие красотульки! Посмотрите, какие красотульки! Почему-то очень много спилено тут деревья. Посмотрите, какие красивые березы. Как невестушки наряженные. Какая красота. А воздух какой свежий, ароматный. Лесом пахнет. Мое самое любимое дерево, наверное, береза. Люблю березу. А запах бересты, знаете, как вкусно пахнет? У нас моя бабушка по отцу делала жвачку черную, вкусную, ароматную. Даже она говорила, что полезно жевать такую натуральную жвачку. Сагыз называется. Саумасыз менің матурларым. Сіздің біләдей сәнләшіп кетем әлі бүгін. Үпкәләп қоюыңыз ихтимал. Мына сізге нинди матур шешкелер күрсәтер. Табиғат бик матур. Яз көне нык яратам шушы матурлыкларны. Нык яратам. Нык яратам мин язны. Әллә үзем яз көне туганга, белмим инде. Сейчас поеду к сестре, навещу ее и вам немножко ее покажу. Конечно, она болеет. Вы меня ее спрашиваете. Спасибо вам большое. Что для вас не безразлична моя семья, мои родные.
Какая красота! Это вам, мои хорошие, мои подписчики, мои любимые и гостям моего канала. Ну вот, поехали, мои хорошие. Повезу я вас до нашей деревни. Вот я в отчим доме. У сестры, как всегда, чистота, уютно, красота, цветы, женское счастье у нее цветет, герань. Красота какая! Посмотрите. Здесь тоже она посадила цветы. Вот все цветы у нее цветут. А вот моя сестра. Привет всем! Здравствуйте, как ваши дела? У меня нормально, кажется. Спина чуть-чуть болит, но потихоньку хожу, работаю, сажаю. Куда деваться? Во дворе уже везде чистота, порядок. Ну, надо, самые дети говорят, ругают, не надо сажать, не надо чистить, не надо, поможем. Разве их ждать можно? А ты их не Терпеть, ждешь. да. У них своей работы много, их не дождешься. Потихонечку. Кушать Да. охота потом. Ну да. Рвать надо свое. Ну, тебе кушать дали бы, конечно. Ну, они Тебе и так. сам Они процесс тебе нравится. Да, у меня самой охота ходить. Спина Рвать. болит, Своя рвать. позвоночнике самой. трещина, до Да. сих пор не заживает. Нет, сейчас уже не так буду ходить. Все Потихонечку. равно ходит. На уколах. Как лежать, как терпеть? Лежать-то никак. Хожу вот так. Потихонечку. Помогает вот. Глядя, приехала, вот помогает. Вот жду их. Ага. Они нет, еще чуть шевелись. Деваться некуда. Невестка с сыном Ришатом помогают, молодцы. Молодцы. А когда двое. он уезжает на работу, смену принимаю я. Да, уже второй партии. Да. Вторая смена уже. Но ничего, нормально. Молодцы. Хорошо, молодцы. что у меня сестра живет в отчим доме. Молодцы. Наш дом не закрытый. Я очень-очень даже рада, что наш отчий дом не закрытый. Живет сестра. Вечером приезжаешь, на окне свет. Днем приезжаешь, дверь открыта. На двери замок не висит. Слава Всевышнему. Сейчас мы с сестрой съездили на кладбище. Немножко почистили. До этого племянник с невесткой тоже почистили кладбище, могилки. Вот теперь мы с цветами пошли. Навестили все-таки. И то хорошо радуемся, что мы можем тоже ходить на кладбище, ухаживать за могилами, молиться за них. Вот мы очень рады. Я очень рада, что у меня сестра жива-здорова. Да, Хотя самое болеет, но все равно сама за собой ухаживает. Если что, мы помогаем. Пока еще, да. Пока еще хожу, дай Бог. Дай Бог вам здоровья, Гелемтяга, детям. Самый главный. Они все равно меня не бросят. Куда? Конечно, ты вместо матери нам Да. осталась. Помогает, молодцы. Как же тебя бросить? Невозможно тебя бросить, апа. Минзаля тоже жива-здорова, получает, как всегда, лечение, отдыхает, потом опять получает лечение. Пока все нормально, говорит. Тоже слава Всевышнему, жива-здорова. Но поддерживает себя. Мы не знаем, что дальше будет. Надеемся, все на хорошее только. Ждем только хорошее. Вот так.
Дай Бог, все хорошо было, дай Бог. Да, дай бог наладится в стране, дай бог возвращаются Да, парни, чтобы не плакали дети, матери, отцы, родственники, жены. Все на это надеемся, думаем, что будет примирение, и всем молимся. Я, конечно, долго не смогла ролик снимать. Работала я вместо Юли. Они с семьей отдыхали в санатории Красноусольск. Вот мне пришлось работать и там, и дома. Я никуда не успеваю. Как я раньше поработала и хозяйство вела, я не знаю. Я на все успевала. А сейчас я вообще не успеваю. И цыплята есть, и дети есть. И работать надо, и в огороде надо. В огороде тоже толком пока ничего не смогла делать. Уставала. С 9 до 5 до 6 работала, а потом приходишь домой. Что-то надо делать, кушать готовить, убираться, цыплята. Цыплята у меня были в коридоре. Вчера только вынесла я их на улицу. У нас на улице тепло сейчас. Ну, там цыплятники, не в самом улице. Вот. Меняешь, кушать им готовишь. Козу доить надо. Убираться, стирать, уроки проверять. Все-таки столько времени надо. И отдыхать надо. Одна. Да, И да, воды, и дождь одна. сейчас. Хорошо, что внуки помогают там по мелочам. Но скоро начнем уж в огороде работать. Алла берса. Сейчас начнем. Татарчада сөйлешіп ала кел апа. Ага. Өзіміздің тілімізде тәмнитіп татарша сөйлешіп алайық. Ату тілімізді сындыра сөйлеген болабыз. Ondan yazarlar, dürüst söylemedin, тегеләй әйтергә кирәк, былай әйтергә кирәк дип. Ну, шулай инде, менә мин русчаны хәзер оныта башладым. Төртеп сөйлим. Гел татарча сөйләшкәч. Әйе. Бозыла. Ну, безнең бит инде үзебезнең тел якынрак. Алла бирсә, хәзер бакчалар утыртырга. Гөләмдә китерер инде ул помидор, Алла бирсә. Китерәм, Алла бирсә, рассадларым бар. Инде Алла бирсә, помидор самыйлауны. Кыяр үзем дә чәчәм. Евсте помидор инде минем. Әйе. Бер көнне бәрәңге төртеп алсам, Мгм. шиләк анда. Әз генә племянниклар кайтып, мотоблок белән сөреп киткән апаның җирен. Анда шул бер бидра тиресе дә булмаса әле бәрәңге. Утыртырга урын. Үлән чәчеп киткәннәр, молодцы, а то апа вич утырта ул. Эшесен тыңламыйсың диде дә Ришат. Биш чәчеп китте. Бары тыңламыйсың син ди. Дөрес эшләгән. Молодец, Бездә бар бит, племянник. китерәбез барыбыз. Аларның бакчалары зур бит инде. Әйе. Бәрәңге ите. Мин әйтәм, аны бит мине көздән ашарга кирәк миңа августтан. Сезгә Эмиргә бараммыни дидем. Ярар атып бер чиләк кенә утырт инде диделәр. Мгм. Утыртаймын, утыртмыйча булмый. Үзең козып алсаң бит тәмнерәк була. Дигәндә йөгереп булмый. Кирәк, йөрергә дә кирәк, физиоратка да кирәк. Кирәк, конечно. Гел яту белә булмый. Кыш буена яттык инде булды. Әйе. Хәзер җәй йөрергә кирәк. Тазарып яттык, артып. Ялкау әйләндек. Әйе, тышта эссе әле чуты. Эсерәк. Җил. 20 була диде бүген. 22 дә диделәр. Урыны белән төрлечә бит инде ул. Хәзер җил була, агачлар яфрак яра. Әйе. Шул вакытта җил була. Иртәгәге көнгә 18-20 метр тизлектә җил була дип МЧС язган. Шулары кирәкмәсе иде бит. Әйе. Крута җирне дым юк. Әйе. Дым Ну юк. вот, мы и на татарском языке, на своем родном, тоже поговорили с нашими подписчиками. Они тоже ждут, когда мы начнем наконец-то на татарском языке говорить. Многим это нравится. Кто-то Свой. хочет на татарском, кто-то на башкирском, кто-то на русском. Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала. Я сегодня продолжаю снимать ролик.
Сегодня у нас очень даже тепло. Плюс 22 градуса. Если немножко ветерок, чуть прохладный ветерок, но солнышко так греет сильно, прямо жара. Здесь у меня все спахано, ничего толком не делала пока. Привезли мне навоз, конский навоз. Посмотрите, я сюда пересыпала, перетаскала, пока ребятишки были в школе. Ягодам тоже немножко насыпала. Чеснок растет хорошо. Здесь у меня 2 грядки посажены. Морковь тут. Здесь тоже немножко перетаскала навоз. Здесь тоже перетаскала навоз заново. Недавно у меня ребятишки перекопали. И теперь перемешали с навозом. Опять же, мои мальчики перекопали, перемешали. Сейчас разровню грабли. И хочу пересадить сюда рассаду. Вот моя рассада. Они уже большие. Им здесь очень даже в ящиках тесно. Есть хорошие, есть поменьше. Дома, конечно, не те условия. Ящики не глубокие. Да и воздух не такой. А здесь им будет, наверное, очень даже хорошо. Есть немножко у меня огурчики тоже. Вот рассада. Сейчас я хочу заниматься здесь. Мальчики мои вытащили семена. Вот они какие. Уже, видите, отростки есть. Их уже можно сажать. Купила я еще сорт Гала. Тут, наверное, где-то 2 ведра. Ну, 17 килограмм тут. Пока почки нету, что ли. А, есть вот немножко появляются почки. Глазки. Разбухают. Ну вот, в основном вот эта работа только у нас сделана. Здесь немножко полили. Конечно, как раньше я уже не смогу поливать, потому что у нас счетчик. Вот здесь не знаю, что посадить. Раньше я сажала здесь огурцы. Не знаю, может, тоже поменяю место. Может, посажу помидоров. Но подумаем еще. Еще время есть. Уже пора, наверное, сажать куда-то хоть ведро, да, картошки сюда. Здесь у нас зимний, мы называем, лук. Как только снег растает, появляются и до белых мух. Маленькие кустарники все пошли у меня, прижились, смородины, все. Вот так только пока мы сделали. Впереди суббота-воскресенье. Я надеюсь, в выходные мы будем много что-то делать. А здесь мои маленькие. Вот они. Выросли, не выросли. Мне кажется, не выросли. Чуть-чуть только. Вам, наверное, виднее. Потому что я каждый день вижу, и мне кажется, они быстро не растут. Я их купила 8 числа. Сегодня 28. Как раз вот 20 дней. Мне кажется, что на 20 дней они немножко маловаты. Но самое главное, падежа нет. Все живы и здоровы. А вот голошеки, они маленькие.
они простые, не бройлеры. Вот как у страуса у них шея. Но они очень даже злые, шустрые. И все время вот так наверху. На ночь я закрываю вот в таком большом ящике и укрываю немножко покрывалом, чтобы им холодно не было. Оставлю, конечно, им дышать. Вот так. Кушают они также комбикорм. Немножко отвариваю им пшено. С пшеном перемешаю комбикорм. Комбикорм я купила там же, где купила цыплят. Я им то воды даю, то теплое молоко даю, то чай даю. Когда как. Вот такие они. Здесь им светло. Я снаружи немножко закрыла клеенкой, потому что позавчера был сильный-сильный ветер. И когда укрыла клеенкой, все-таки потеплее было. Собираю немножко крапиву, нарежу и даю им. Они уже привыкли, очень даже им нравится крапива. Вот так. У них уже перья другие, крылья есть. Самое главное, они не умерли. Ну, я думаю, вырастут. Еще всего 20 дней. Привет. Ах, шустряк. Посмотрите, голошейка какая. Очень люблю наблюдать, что они делают. Кто-то прыгает, кто-то кушает, кто-то спит, кто-то сидит наверху вон. У меня специально есть, где им сидеть. Надо будет поставить сюда. Они даже вон лежа кушают. Вот так стою и смотрю, наблюдаю за ними. Это, между прочим, успокаивает. Но времени нет долго смотреть. Очень дел много. И ролики снимать тоже, мои хорошие, редко, наверное, получится. Но постараюсь по возможности почаще снимать. Хотя бы один раз в неделю. У меня так получилось, что я работала вместо Юли. Вы сами знаете, когда домой приходишь после работы 5-6 часов, уже времени остается мало, где цыплят, живность надо накормить всех, козу подоить, детишек накормить, убираться. Дел очень много. Дети, конечно, помогают по-своему. У них тоже пока уроки, кружки. Их тоже от уроков никак нельзя отрывать. Пускай учатся. Ну вот, мои хорошие. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, успехов и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.
туганнан.